Я в септик сливаю, он штаб тонет. Вероника Васильевна, какой штаб, почему здесь сливаетесь? Ну, септик не успевает, там откачать надо. Ночью отопление прорвало. Ага. Вон на пол вода выступает. Он в штаб, подойдите, посмотрите. Ну, залило там все. У вас же должны сливаться там. Я не успею, тут надо откачать. Тут. Несколько машин тогда надо заказывать. Ну, это я не знаю. Это уже нарушение, то, что вы есть сливаетесь на водоохранной зоне. Есть руководство. Ну, это септик, я в септик А сливаю. эта машина чем? ИК-7. Вы согласно путевого листа едете, да? Да. Произведена отбор пробы воды в районе села Топога под зоной ИК-7. Вышла наледь между островами на очень большой площади, примерно на 500 квадратных метров. Такие случаи у нас происходят часто, в особенности в зимнее время. В таких случаях мы выезжаем на местность, составляем акт обследования, отбираем пробу и направляем на экспертизу. После экспертизы мы принимаем решение об уточнении данной утечки и также привлекаем к ответственности. Мы находимся на сливной станции города Якутска, а точнее городского округа город Якутск. Сюда приходят фекальные машины, сливается всего города. Одна станция, да? Да, одна станция. Производительностью 10 тысяч кубов в сутки. За сутки сюда приходит от 240 до 300 машин сливаются. Ну, общим объемом где-то в районе 2600 кубов. То есть сюда все вот фекальные машины, которые существуют, частные, государственные, они обязаны сливаться у вас. Да, совершенно верно. Это специальный организованный прием стоков, фекальных стоков, с септиков, с частного сектора. Машина приходит, как говорится, наполненная машина, ориентировочно где-то она 10 кубов в основном. Есть, конечно, и по 8 кубов машина сливается в приемный лоток. По этому лотку вся вода поступает на решетки, где механическим способом удаляется мусор. Потом через песколовку и в приемную камеру. С приемной камеры это все перекачивается в емкости накопители. И в ночное время, когда с города у нас минимальный приток воды, мы скачиваем ее на станцию биологической очистки, где она в дальнейшем и очищается.
городского округа город Якутск должны сливаться на этой станции. Мы находимся на Покровском тракте, 32-й километр. И за мной, видите, якобы ручей. Это на самом деле не ручей. Здесь с поселка Табага, с Хатас и прилегающих районов свозят все фекалии, которые из домов именно сюда, и прямо сливают. Вот это все здесь сливается и уходит в ручьи, которые находятся чуть ниже. Несанкционированный слив фекалий. Явно в данном районе сливают уже, наверное, не один раз и не первый раз, а постоянно. Поэтому местные экологи или защитники природы сделали вот такие завалы, чтобы сюда не проезжали КАМАЗы в виде фекалок. А на сегодняшний день мы стоим прямо на льду этих фекальных стоков. Что справа, что слева. Видно, что уже огромные овраги из этих фекальных вод, которые здесь собираются незаконно. Да, трудно то, что люди не понимают, то, что где здесь попало, не надо сливаться, а надо выезжать на сливную станцию водоканала. Слились они, кажись, утром еще, так как уже поверхность замерзла. Но тем не менее факт есть. Да. Дело в том, что, дорогие друзья, там дальше, если так посмотреть с горы, есть ручей. Он раньше был чистый, и там была зона отдыха горожан. Там обычно приезжали, отдыхали около ручья. Теперь невозможно. Вот эти стоки в этом ручье просто пахнут безобразно. И на сегодняшний день здесь уже комплексный полигон слива с пригородов Хатас, Табаги и, естественно, здесь дачных участков. Я думаю, школа музыки тоже здесь. Вот это все сливается сюда. На сегодняшний день это не санкционированный, да, у нас полигон? И, конечно, хотелось бы, чтобы людям тоже посоветовать, чтобы они сами же бережно относились к своей природе. Это то, что у нас самое главное есть. Можно как-то вот с вами связаться в случае вот таких нарушений? Обратиться можно в Якутский комитет государственного экологического надзора. Также можно их найти в Тугисе. Можно набирать 202 микрорайон, корпус 18/2. Выходят контактные телефоны и также электронный адрес. Мы находимся на 35-м километре Покровского тракта. Здесь находится слив фекальных отходов Хатасского свинокомплекса. Он еще здесь в бытность Советского Союза образовался. Раньше здесь была охрана, но теперь этот полигон полностью не охраняется. Сюда возят все, что возможно. Ну, то, что мы видели, подходил КАМАЗ со Хатасского свинокомплекса. Но я смотрю, сюда и возят все фекалии из ближайших районов. На сегодняшний день этот полигон никем не охраняется и никем не контролируется. Данный полигон свинокомплекса, я уже говорил, практически закрыт, но тем не менее в связи с действующим предприятием все-таки свинокомплекс сюда свои отходы сбрасывает. Сегодня мы поговорим прямо на месте, где происходит нарушение экологии. Я имею в виду сброс фекалий прямо не только свинокомплекса, отходов свинокомплекса. Ирина Васильевна, ну вот сейчас мы находимся прямо вот здесь целый ручей, который стекает вниз. Что можно об этом сказать? Да, это
Действительно, то, что, оказывается, фекачки приезжают на данный полигон, на закрытый, который вот и сливаются прямо, не доезжая до самих полигонов, и образовали тут прямо полигон жидких бытовых отходов, который у нас стекает прямо по склону на трассу. Ну, данным гражданам будет проводиться административное расследование, будет производиться отбор почвы и наледи то же самое с местности. Будет установление личности данного хозяина, дальше гражданина, который сидел за рулем и нарушил данное предохранное законодательство. Будет привлекаться по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях и будет привлечен к ответственности. Это у нас штраф по 8.2, это на юридические лица у нас штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей и на физические лица от 1000 рублей. – 22 марта состоится 4-я социально-благотворительная акция «Путь к дому». Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардана Гурьева призывает неравнодушных жителей города Якутска принять активное участие в акции, направить свои пожелания по решению важной социальной проблемы по реабилитации граждан без определенного места жительства, работы, ведущих асоциальный образ жизни, но желающих вернуться к нормальной жизни. Акция пройдет 22 марта с 10 утра до 5 часов вечера по адресу Федора Попова, 8/1, площадь перед кафе «Хатей». Каждую неделю телепрограмма «Точка взаимодействия» во вторник и четверг в 21:15 и в субботу в 14:15. Актуальные темы свободного СМИ. На телеканале «Россия-24» вся Якутия. На YouTube-канале «Округ ТВ» вы можете увидеть то, что пропустили.